Таджики вышли на акцию протеста. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что стало последней каплей. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Группа таджикских оппозиционеров в Берлине вышла на акцию протеста против предполагаемого визита президента Эмомали Рахмона в страны Европы. Акция состоялась 25 марта перед зданием Бундестага, парламента Германии. Среди участников были также около 30 уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области. Протестующие призвали правительства Германии и других европейских стран не принимать у себя Эмомали Рахмона, который, по их мнению, использует визит в США и европейские страны как доказательство международной поддержки своего авторитарного правления. Президент Таджикистана 21 марта отправился в США для участия в водной конференции ООН. Национальный альянс, объединивший 4 оппозиционные группы, сообщил, что Эмомали Рахмон прибудет в Европу 29 марта. Официальные структуры Таджикистана визит Рахмона в Европу не подтверждают, но и не опровергают. Глава Национального альянса Мухиддин Кабири сообщил 25 марта, что американские и европейские представители заявили им о том, что Эмомали Рахмон не является официально приглашенным лицом и прибудет для участия во встрече некоммерческих организаций. Целью акции протеста в Германии, по его словам, было донести до стран Европы тот факт, что Эмомали Рахмон правит авторитарным режимом, о чем мало кто знает в Европейском Союзе. Европейцы, американцы, свободные нации на самом деле и не знают, что в Таджикистане правит диктаторский режим одной семьи. Они не знают, что в тюрьмах Таджикистана есть политзаключенные, сказал Кабири на акции протеста. В опубликованном перед началом акции заявлении инициаторы протеста отметили, что Эмомали Рахмон, посещая демократические страны, представляет затем эти страны как поддерживающие репрессивную политику его семейного правительства и тем самым показывая, что его репрессии как бы законы являются естественным ходом в ответ на действия оппозиции. Они напомнили о событиях в Бадахшане, об арестах и тюремном заключении политических и гражданских активистов, о отдельных сроках заключения журналистов как доказательстве авторитарного режима Республики Таджикистан. Власти Таджикистана назвали события в Бадахшане в мае 2022 года операцией против преступных группировок и обвинили задержанных журналистов в сотрудничестве с запрещенными организациями. Накануне 24 марта группа оппозиционеров собралась перед посольством Таджикистана в Берлине и здание МИД Германии и потребовала освобождения Абдулло Шамсидина, сына Шамсидина Саидова, одного из активистов запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения, PM.net. Основанный группой таджикских оппозиционеров 24 марта сообщил, что после того, как протестующие проскандировали лозунги, к ним вышли 3 сотрудников посольства Таджикистана, понаблюдали за акцией, но никакой реакции на происходящее у них просто не последовало. Абдулло Шамсидин был депортирован из Германии в Таджикистан 18 января этого года. На сегодняшний день его судьба неизвестна. Ранее генеральный прокурор и глава МВД Таджикистана заявили, что ничего не знают о местонахождении Абдулло Шамсидина, а родные Шамсидина сообщили, что он находится в СИЗО ГКНБ, но не владеют информацией, в чем он обвиняется. Власти официально не подтвердили информацию о его задержании и местонахождении. Подробности его дела также неизвестны. С 2009 года Абдулло Шамсидин проживал с семьей в Германии. Таджикский беженец Фарход Адинаев сказал, что хотя они не получили ответной реакции на свои протесты и требования от представителей Европы, но эта акция не пройдет незамеченной. После этого у нас встреча с представителями Бундестага. Мы передадим им письмо со своими просьбами и пожеланиями и требованиями о том, на что им необходимо обратить внимание в контексте Центральной Азии, особенно Таджикистана, сказал Адинаев. Протестные акции таджикистанцев за рубежом происходят редко и обычно вызваны громкими событиями, связанными с нарушением прав человека. Например, цепные акции протеста, связанные с событиями в Бадахшане, прошли в Европе, Америке и в других странах. Власти Таджикистана обычно не реагируют на подобные демонстрации, называют представителей оппозиции и инакомыслящих членами запрещенных в стране организаций. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, есть ли толк от этих всех протестов? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.